В Абхазии. Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. В Абхазии ограничена допустимая масса тяжеловесных транспортных средств, вес которых не должен превышать 40 тонн. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Геннадий Гагулия. Документ регламентирует также осевую нагрузку крупногабаритных автотранспортных средств. Так, максимальная осевая нагрузка автотранспортных средств на дорогах республиканского значения не должна превышать 10 тонн на ось, на дорогах местного значения 6 тонн на ось. Распоряжение принято в целях недопущения повреждений и снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог на территории Республики Абхазия. В пунктах распоряжения также отмечается, что ограничения провоза тяжеловесных и крупногабаритных грузов на территории республики не распространяются на транспортировку военной техники, а также дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, задействованной в мероприятиях дорожного строительства. По инициативе политической партии АПСН в Сухуми прошли очередные политические консультации с участием руководителей различных политических партий и общественных организаций по вопросам реформирования Конституции Республики Абхазия. На этот раз в консультациях приняли участие руководители партий АПСН, Единая Абхазия, Амцахара, Айнар, Коммунистическая партия и ряда общественных организаций страны. Вопрос реформирования Конституции Абхазии поднимался на съезде политических партий и общественных организаций республики не единожды. На очередной встрече о результатах обсуждения данного вопроса рассказал председатель партии АПСН Ахрари Става. Он отметил, что для достижения максимального результата все участники обсуждения должны прийти к единому мнению. Того же мнения придерживается и Гиви Габния. Сегодня присутствует здесь партия Единая Абхазия, партия Амцахара, партия Форум народного единства, партия АПСН вели консультации по конституционным преобразованиям в стране. Мы считаем, что преобразования в стране должны принять все политические силы, вне зависимости от того, кто-то во власти или кто-то в оппозиции. Если все это примут, то правила игры на будущее, на перспективу создадут условия для устойчивого развития государства. Мы поставили и себе задачу, и хотим объявить, что сегодня, и многие политические силы об этом говорили раньше, что необходимы изменения, конституционные изменения по реформированию политической системы страны. Многие говорим, давно говорим об этом. Решили мы предложить другим политическим партиям, чтобы, может быть, к чему-то совместному прийти. Инициаторы идеи консультации между политическими партиями по вопросу конституционной реформы считают необходимым подвергнуть изменениям и закон о парламентских выборах. Было высказано мнение, что количество народных избранников не должно превышать 35 человек. Представители политической партии АПСН также считают, что выборы в Народное собрание, парламент Республики Абхазия должны проходить по партийным спискам. Представители партии подготовили идеи, концепции и стратегии конституционных изменений. Среди прочего, обсуждался вопрос о порядке представления кандидатуры на должность премьер-министра. Когда парламент утверждает премьер-министра, классика жанра политического, то он становится главой исполнительной власти. Вы этот момент упускаете почему-то. Дорогие мои, тогда оставьте премьер-министра в покое. Он или становится главой исполнительной власти, а президент остается верховным главнокомандующим, гарантом Конституции и многие другие вещи. Но как только премьер-министр лоббируется партией, которая находится вдруг даже и в большинстве в парламенте, то тогда он должен стать главой исполнительной власти. Представители политических партий и общественных организаций республики считают, чтобы осуществить предложенные конституционные реформы, необходимо выработать определенный механизм. Дискуссии по данному вопросу будут продолжены. В Сухуми совершено разбойное нападение на один из магазинов, расположенных на набережной столицы. Беспокойство общественности вызвал тот факт, что преступление совершено средь бела дня и в отношении репатриантов из Турции. Подробности в нашем следующем сюжете.
В воскресенье, 8 июля, примерно в 14:30 в УВД столицы поступило сообщение о том, что на один из магазинов на набережной Махаджиров совершено разбойное нападение. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 7 неустановленных лиц, угрожая огнестрельным оружием, требовали у продавцов и хозяина магазина денежные средства. Получив отказ, преступники нанесли телесные повреждения владельцу магазина и его другу, находившемуся в тот момент рядом. Затем злоумышленники скрылись с места происшествия. По данному факту создана оперативно-следственная группа. Туда вошли сотрудники Генеральной прокуратуры, сотрудники Следственного управления, а также сотрудники со следственной части УВД города Сухум, а также оперативные сотрудники УВД города Сухум и оперативные сотрудники Управления уголовного розыска республики. На сегодняшний день проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию и установлению данных лиц. В настоящее время задержано одно лицо, которое непосредственно принимало участие. У задержанного изъято огнестрельное оружие, пистолет Макарова. Потерпевшим была оказана медицинская помощь. Сейчас их жизнь вне опасности. По словам министра внутренних дел, 4 сотрудников милиции, прибывшие на место происшествия, никаких мер не предприняли. В настоящее время они отстранены от занимаемых должностей, и в отношении них проводится служебная проверка. Произошедшее вызвало беспокойство среди населения. Особенно людей встревожил тот факт, что владельцем магазина, где произошло разбойное нападение, является наш соотечественник, вернувшийся на родину из Турции. Обеспокоенные граждане собрались в Министерстве по репатриации. К ним на встречу пришли министр внутренних дел, спикер и депутаты Народного собрания Абхазии. Большая часть нашего народа находится за рубежом. Все делает государство возможное и невозможное для того, чтобы народ воссоединить. Вместе с тем находятся люди, которые за счет них хотят нажиться, и люди вынуждены обратно возвращаться. Такое мы не можем допустить. Мы должны жить по закону. Произошедшее событие, безусловно, огорчило всех. Виновные в совершении противоправных действий должны понести справедливое наказание в рамках закона, подчеркивали собравшиеся. Аля Катапш, Беслан Джинджоли, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Итогам проведенных плановых проверок было посвящено совещание, которое провел министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба с руководством Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Как сообщил председатель Госстандарта Гарик Саманба, по результатам проверок выявлены нарушения у большинства объектов. Начальники всех отделов Госкомитета представили отчеты работы за 2 недели. Министр экономики отметил, что необходимо провести оптимизацию требований, предъявляемых к объектам, и определить узкий перечень нужных и актуальных требований. Мы со своей стороны в соответствии с вашими предложениями внесем необходимые изменения в нормативные акты, сказал Адгур Ардзинба и подчеркнул, что это нужно было сделать уже давно. Министр экономики поручил своему заместителю Баталу Тарбу проработать с каждым отделом Госстандарта вопросы исключения неактуальных требований к предприятиям. На совещании поднимался вопрос взаимодействия между проверяющими органами. Адгур Ардзинба предложил рассмотреть создание единой базы объектов для всех проверяющих ведомств. В свою очередь, заместитель министра экономики Батал Тарба отметил, что на предпринимателя должно быть меньше нагрузки. По его словам, надо сократить комиссионные проверки, насколько это возможно, чтобы проверки разных ведомств проходили в один период. При этом министр экономики Адгур Ардзинба подчеркнул, что необходимо применять более жесткие меры к нарушителям жизненно важных требований. Заброшенные дома в городах и районах страны стали, к сожалению, привычной картиной. Дома без окон, дверей и крыши можно встретить в центральных частях городов. Парадоксальным является тот факт, что в подавляющем большинстве, особенно в городской черте, все эти здания не бесхозны. Районные администрации пытаются решать эту проблему и выдвигают требования к собственникам строений. Как, к примеру, намерены решать этот вопрос в Очамчире, расскажет Царес Мар. На сегодняшний день более 2000 домов только в центральной части города находятся в заброшенном состоянии. Парадокс в том, что у каждого дома есть полноправный хозяин. Вот только тех, кто ежегодно приводит в порядок приусадебный участок, единицы. Большинство из этих домов были оформлены в собственность сразу после войны, но с тех пор они так и остаются незаселенными. И с каждым годом проблема становится серьезнее. В течение 25 лет мы всем выделяли жилье, кто бы ни обратился. Много людей было, которые нуждались, правда, в жилье нуждались. Особенно те, которые пострадали во время войны, многодетные, семьи погибших. Мы просили их, обращались, чтобы они как бы стали ухаживать за своими домами.
Сейчас в течение 25 лет никаких изменений нету. Пользуюсь случаем, обращаюсь к нашим гражданам, к нашим жителям города, района Чимчирского, всем тем, кому мы выделяли дома. Мы ко всем обращались неоднократно, писали уведомления. Еще раз просим, придите за все дома, которые за вами закреплены, пожалуйста, приведите в порядок. Проросшие травой дома с разбитыми окнами и стенами, безусловно, портят облик любого города. Такое положение дел не может не огорчать не только местные власти, но и жителей. Представители Ачимчирской районной администрации ищут пути решения существующей проблемы. Предлагается, в частности, провести тщательную проверку оформления жилых домов, известить собственников домовладения о необходимости приводить в порядок закрепленные за ними приусадебные участки, а в случае неисполнения условий направлять дело в суд и в дальнейшем изымать имущество. Мы старались людям помочь в оформлении домов и очень надеялись, что эти люди, которые к нам обратились, получив эти дома, останутся жить. Но не совсем случилось так, как предполагалось. Видно, люди ушли, уехали куда-то в другие города. Мы в Ачимчире остались. Очень надеюсь, в связи с такой датой, 25-летием, что наши люди вернутся, помогут нам прибраться и встретить достойно День Победы. По словам главы администрации Ачимчирского района Хрипса Джопуа, необходимо провести кадровые перестановки в отделе жилищно-коммунального хозяйства, приглашать на работу молодых специалистов, налаживать работу так, чтобы были реальные результаты. Ведь сегодня в отделе лежит около 100 заявлений с просьбой предоставить молодым семьям жилье. Коммунальные службы не в состоянии расчищать от мусора и зарослей все приусадебные дома в центре города. О чистоте и порядке должны позаботиться и те, кому эти участки принадлежат. В районной администрации надеются, проблема найдет свое решение в ближайшее время. Сария Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. День города Сухум отмечался накануне в столице. Городская администрация подготовила развлекательные мероприятия для жителей и гостей столицы. Так, на набережной у памятника неизвестному солдату состоялся музыкальный вечер для детей. Управление образования подготовило для юных жителей столицы разнообразную программу. Здесь и ростовые куклы, интерактивные развлечения, и флешмобы, дискотека, и запуск воздушных шаров. В общем, праздник получился на славу. Рената Шакая расскажет подробности. Добрая традиция собирать на праздник жителей и гостей столицы. Вот уже третий год Сухум отмечает день своего рождения. Праздничная программа началась на набережной у памятника неизвестному солдату. Ростовые куклы из любимых мультфильмов, игры, танцы, песни, викторины с вопросами по истории города, запуск воздушных шаров. И все это для самых юных жителей города. Только расцвета, только благополучия. И, конечно же, чтобы люди, которые живут здесь, радовались тому, что город процветает. Да здравствует Сухум! Организовали праздник специалисты управления образования при участии детской творческой студии «Арлекино», созданной на базе вспомогательной школы. Как отметила начальник столичного управления образования Людмила Адлиба, в День города было решено уделить особое внимание детям, чтобы привить им любовь к родному городу. Пусть наш город древнейший, но вечно молодой, цветет, пополняется интеллектуальной молодежью. Мы ждем, что новые силы будут делать все, чтобы наш город еще более был красивее. В мероприятии был задействован хореографический ансамбль «Ахучра Дуней». Ребята показали детям концерт с танцевальными номерами, конкурсами и карнавалом ростовых кукол. Ежегодно День города отмечается на различных площадках. В первый год это было масштабное шоу на стадионе «Динамо». В прошлом году концерт на железнодорожной станции ГУМа. А в этом концертной площадкой стали руины крепости Диоскурии. Именно там празднование Дня города продолжилось концертом с участием артистов абхазской эстрады. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
11 июля в 19 часов Абхазская филармония приглашает любителей джаза на очередной концерт в рамках 3-го международного джазового фестиваля «Сухум Аква Джаз Фест 2018», который проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. В этом году фестиваль открылся 3 июля выступлением легендарного американского трубача и вокалиста Рональда Бейкера и российского трио Алексея Черемизова. А в среду 11 июля любителей джаза ждет трио Армена Мирабова «Россия». Специальный гость концерта – любимица всей Абхазии Марьям Мирабова. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 19-24, днем 29-34 градуса. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.